Сначала вы, потом на меня переключаетесь. Да, потом к вам буду, потом я. Угу. Куда мне смотреть? Да, куда смотреть? Добрый день, дорогие слушатели нашего вебинара. Меня зовут Ирина Швецова, я являюсь председателем жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и финансов Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Со мной рядом член жюри регионального этапа по экономике, старший преподаватель Института экономики и финансов Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина Галина Некрасова. И на сегодняшнем вебинаре мы с вами разберем задания первого и второго туров Олимпиады школьников для 9, 10, 11 классов и рассмотрим критерии оценивания заданий. План работы представлен на слайде, и мы пойдем постепенно. Сначала Галина разберет с вами задание первого тура. Это тестовые задания для 9 класса. Далее я с вами рассмотрю задание первого тура для 10-11 классов. Повторяющиеся задания мы повторно разбирать не будем. И далее перейдем к заданиям второго тура. Соответственно, Галина разберет с вами 5 и 7 задание, а я разберу 6, 8 и 7 задание. То есть, как вы, в принципе, если смотрели уже критерии, могли видеть, что многие задания повторяются в комплектах заданий для 9 и 10, 11 классов. Передаю слово Галине для разбора заданий. Добрый день. Начнем с первого задания. В первом задании были представлены 5 вопросов типа верно-неверно. За каждый правильный ответ ставился 1 балл. Итак, первый вопрос. В России действует режим фиксированного курса национальной валюты? Ответ нет, поскольку с конца 2014 года Банк России проводит политику инфляционного таргетирования, а эта политика несовместима с фиксацией валютного курса. Второй вопрос. Уровень неравенства доходов до налогов обычно выше, чем после налогов. Ответ «да», верно, поскольку в большинстве стран как налогообложение, так и экономическая политика склонны снижать неравенство. Следующий вопрос. Для стабилизации финансового положения семьи ей стоит взять ипотечный кредит в иностранной валюте, а не в национальной. Ответ нет, поскольку нужно понимать, что в иностранной валюте получение кредита всегда сопряжено именно с валютным риском, в том случае, если члены семьи получают доходы в национальной валюте. А в случае изменения экономической ситуации они могут потерять возможность вовремя возвращать кредит. Четвертый вопрос. При олигополии на рынке есть несколько фирм, и они учитывают решения друг друга, принимая свои решения. Это определение верное, и оно полностью, формулировка соответствует определению олигополия. И следующий вопрос. Во время учебы на бакалавриате некоторые студенты отправляются на какое-то время за границу, чтобы учиться по обмену. Предположим, исследование 1000 выпускников показало, что те из них, кто провел часть обучения в иностранном университете по обмене, получают в среднем больше заработную плату через 10 лет. Можно ли сделать вывод, что обучение за границей помогает в будущей карьере? Нет, такой вывод сделать нельзя. Обратите внимание, наличие корреляции не обязательно свидетельствует о том, что существует причинно-следственная связь. В данном случае, в данном задании, скорее всего, отбор студентов производился не случайным образом, потому что за границу уезжали те, кто имели лучшие показатели по успеваемости, а соответственно они имели больше шансов пройти отбор, а потом получить более высокую заработную плату, быть более успешными в карьере. Следующее, что хотелось бы отметить, блок 1, то есть задание 1 на вопросы типа верно-неверно, оказалось достаточно хорошим для участников, потому как нет участников, которые не справились с заданием, то есть не получили в этом блоке ни 1 балла. В целом выполнили хорошо.
Переходим ко второму блоку. Задание 2. Здесь было представлено 5 вопросов с выбором единственного ответа. За каждый правильный ответ начислялось 3 балла. Первый вопрос касался Нобелевской премии по экономике в 2019 году. Правильный ответ 4. Экспериментальные исследования бедности и экономического неравенства. Учитывая то, что вопросы, связанные с Нобелевскими премиями, уже появлялись в олимпиадах прошлых лет, участникам нужно понимать, что в будущем необходимо знакомиться с последними веяниями в экономике и быть в курсе последних экономических новостей. Второй вопрос. В городе Н в 2019 году проезд метро подорожал, в результате пассажиропоток сократился, функция при этом линейна и неизменна, нужно найти цену поездки, которая максимизирует выручку метрополитена. Правильный ответ 3, когда цена поездки равна 45. Нужно понимать, что есть функция спроса. И из этой функции мы вспоминаем, что спрос равен предложению, а значит можно составить уравнение, которое представлено на слайде, и вычислить, что А равняется 90b. Далее подставить эту функцию спроса, максимизировать выручку, найти экстремум через производную и получить, что максимальная цена поездки, которая будет максимизировать выручку, равна 45. Третий вопрос. У нас есть бескупонные облигации номиналом 125 денежных единиц, срок погашения через 2 года от текущего момента. На данный момент она стоит 80 денежных единиц. Необходимо определить годовую ставку сложного процента по банковскому вкладу. Для этого мы используем формулу сложного процента, составляем уравнение, оно представлено на слайде, и исходя из этого уравнения получаем, что x у нас равен либо 25 сотых, если мы переводим в проценты, это 25%. Четвертое задание. Для какой из представленных кривых производственных возможностей альтернативные издержки производства единицы товара x являются максимальными? Нам нужно для того, чтобы решить эту задачу, определить, на сколько единиц уменьшится величина y при увеличении x на 1 единицу. Для этого нам нужно найти коэффициент k функции y равно b минус kx. Вычисляем для каждого из 4 случаев и находим, что максимальное значение, которое равно 5, оно получено в варианте 1. Следующий вопрос. Наряду с коэффициентом Джини экономисты используют и другие меры неравенства доходов. Одной из них является децильный коэффициент, и если кривая Лоренца в стране задается уравнением y равно x, то децильный коэффициент чему равен? По определению кривой Лоренца мы получаем, что доход 10% беднейших составляет 1/10 суммарного дохода, а доход 10% богатейших также 1/10 суммарного дохода. Следовательно, правильный ответ будет по цифре 1 единица. Задание 2 также достаточно хорошо было выполнено, и нет участников, которые не справились с заданием совсем. Отметим, что в третьем задании было представлено 5 вопросов, где надо было выбрать все верные варианты ответа. За каждый правильный ответ участник получал 5 баллов. Правильный ответ – это полное совпадение выбранных ответов с ключом. Именно это задание вызвало достаточное количество трудностей, потому как участники отмечали иногда на один вариант больше, чем было необходимо, либо на один вариант меньше. Так, первое задание. Для каких функций общих издержек следующее утверждение выполняется для любого Q? Если увеличить объем производства в T больше, чем 1 раз, переменные издержки увеличатся во столько же раз. Утверждение будет верным в том случае, когда переменные издержки постоянны. Находим их для каждого случая. В первом случае они равны 2, во втором случае равны Q, в третьем случае равны 20, в четвертом случае 2 в степени Q делить на Q. И получаем, что у нас постоянные издержки в первом и в третьем случае, когда у нас получается число 2 либо 20. Следующее задание. АЯС решил открыть в небольшом городе сеть киосков с кофе на вынос. Первоначальная инвестиция составляет и миллионов рублей. Первые 2 года сеть будет
приносить по 2,1 миллиона рублей в конце каждого года, а затем по 1 миллиону рублей в год. И бизнес может теоретически существовать бесконечно. Для нас это означает то, что будет бесконечный поток денежных платежей. И альтернатива является положить деньги на депозит в банк, на котором каждый год начисляются проценты по ставке 10% годовых. Опять же, сложные проценты. И для того, чтобы нам ответить на вопрос, необходимо найти приведенную стоимость проекта. А для этого мы можем разделить нашу задачу условно на две части. Первая часть — это когда первые 2 года было приносило по 2,1 миллиона рублей, а потом мы составляем, используя формулу бесконечного денежного потока, мы находим в сумме, что у нас получается единица плюс единица делить на 1,1 плюс 10. В итоге это число находится в диапазоне от 11 до 12, следовательно, в бизнес деньги выгоднее вкладывать при И равняется 10, либо при И равняется 11. Следующее задание. Необходимо выбрать верное утверждение относительно рынка товара X. При этом считаем, что функция спроса и предложения имеет обычный вид, других изменений не происходит. Y — это товар-субститут X, Z — это товар-комплемент X. Требуется знание базовых свойств субститутов и комплементов. В случае с субститутом рост предложения Y приведет к тому, что снизится цена. Потребители переключатся на субститут Y. Следовательно, спрос на товар X упадет, а потому и цена на товар X тоже упадет, чтобы поддержать спрос. В случае с товаром-комплементом рост предложения на товар Z приведет к тому, что снизится цена. Тот же самый случай. Потребители станут покупать больше товара-комплемента Z, но, однако, и товар X они тоже станут покупать больше. Следовательно, цена на товар X возрастет. Первые 2 ответа являются правильными в этой задаче. Третий ответ не может быть правильным, потому что нужно, чтобы товар X был малоценным. Однако этого в условии не сказано. И для того, чтобы выполнялся 4-й пункт, оснований тоже нет. Следующее задание. Мир состоит из 2 стран, где производятся 2 товара X и Y. В первой стране кривая производственных возможностей описывается уравнением x плюс y равно единице, во второй стране x плюс 2y равно единице. Есть некоторая фиксированная пропорция потребления, страны не торгуют друг с другом, и после открытия торговли каждая из стран станет ценополучателем на мировом рынке, где можно будет обменять единицу x на p больше 0 единиц y. Страна не проигрывает от торговли, если потребление в ней товаров не уменьшается, и выигрывает, если потребление товаров увеличивается. Нужно выбрать правильные варианты ответа. Здесь 3 варианта ответа будут правильными. Это 1, 3 и 4. Второй не будет являться правильным, поскольку альтернативные издержки во второй стране равны 1/2. Почему первый будет правильно? Альтернативные издержки в первой стране равны единице. Третий вариант верно, поскольку страна выигрывает, если P отличается от альтернативных издержек производства X и не проигрывает в любом случае. И четвертое верно, потому что альтернативные издержки в странах отличаются. Следующее задание. У фирмы есть 2 завода с функциями издержек. Формула представлена на слайде. Фирма распределяет общий выпуск не нулевой между заводами так, чтобы суммарные издержки были минимальны. Фирма не может избавиться от этих издержек. Что из перечисленного верно? Верны 3-й и 4-й вариант ответа. Ни при каком Q больше 0 фирма не будет производить сразу на 2 заводах, и при каждом Q больше 0 фирма будет производить весь выпуск на первом заводе. Найдем средние издержки на первом заводе, они представлены на слайде. Это убывающая функция. Отсюда следует, что первое условие не может быть верным. Далее, производство каждой дополнительной единицы продукции на первом заводе стоит единицу, на втором стоит 2. Значит, все единицы продукции нужно производить на первом заводе. То есть 3, 4 верно, а 2 нет. 4-е задание. 5 вопросов с открытым ответом. Правильный ответ давал участнику 7 баллов.
Первое задание. Спрос на некий товар в континентальной Европе равен QD равен 100 минус P. Предложение равняется P. Британия может экспортировать в Европу любое количество товара по цене 30. После выхода Британии из Евросоюза начнет действовать импортная пошлина в размере 20%. И на сколько процентов уменьшится выручка британских производителей от экспорта. Поэтапно решая задачу, мы находим первое. Первоначальный объем импорта при количестве товара 30. Получается, он равен 40. Далее находим цену в Европе после введения пошлины. Она равна 36 единицам. Находим импорт после введения пошлины, то есть новый импорт равен 28. И рассчитываем изменение импорта. Было 40, стало 28. Следовательно, импорт сократился на 30%. Поскольку финальная цена для импортеров не изменится, то на столько же процентов уменьшится и их выручка. То есть ответ 30. Отметим, что принимался ответ, если было указано на 30%, 30%. Главное, чтобы было написано верное число. Следующее. Спрос на продукцию монополиста описывается уравнением, которое представлено на слайде. Общие издержки описывается уравнением. И государство устанавливает потолок цены на уровне равном 4. На сколько денежных единиц уменьшится прибыль монополиста в результате этого решения? Правильный ответ 4. Как его найти? Выписываем функцию прибыли, и нам ее необходимо максимизировать. Для этого находим производную, определяем максимальное значение, которое достигается при q равном 4 и составляет 14. В скобках написаны числа, которые необходимо было использовать. Цена равна при этом 6. Это цена в том случае, когда нет ограничений, не введены ограничения государства. Если же вводится ограничение не больше 4, то монополист не получит максимальную прибыль и будет вынужден поставить цену 4. В этом случае найдем предельные издержки. Они равны 2. Они всегда меньше цены 4, поэтому для получения максимально возможной прибыли нужно продать максимально допустимое количество единиц продукции. Определить его можно через функцию спроса, и она будет равно 6. При этих параметрах мы рассчитаем прибыль, она будет равна 10, и находим, насколько снизится прибыль монополиста. Она снизится на 4 единицы. 14 минус 10. Следующее. Функция издержек фирмы на рынке совершенной конкуренции имеет следующий вид. На сколько единиц изменится оптимальный объем выпуска при росте цены с 11 до 21. Используем уже знакомую функцию максимизации прибыли. Максимизируем, где у нас P равна цена. Это квадратичная парабола с ветвями вниз. Максимум достигается при Q равном P минус 1 делить на 2. Подставляем значение. Если P равно 11, то Q равно 5. Если P равняется 21, то Q равняется 10. Следовательно, выпуск увеличивается на 5 единиц. Следующее задание. В стране Z кривая Лоренца определяется как y равно x квадрат. Какое значение примет коэффициент Джини, если суммарный доход беднейшей половины населения равномерно распределить между ними, и суммарный доход богатейшей половины населения равномерно распределить между ними? Ответ 25 сотых. Беднейшая половина населения располагает доходом 0,5 в квадрате, исходя из нашей функции 0,25. Новая кривая Лоренца будет ломаная линия, которая проходит через точки 0, 0, 0,5, 0,25 и 1, 1. Соответственно, для такой кривой Лоренца индекс Джини составит 25 сотых либо 25%. Но оставляем мы в относительном выражении. Следующее задание. У нас есть кривая производственных возможностей страны, которая описывается уравнением на слайде. На мировом рынке можно обменивать x на y в любую сторону в пропорции 2 единицы x за 1 единицу y. Жители потребляют x и y только в виде коктейлей, которые бывают двух видов. Либо 1 единица x и 1 единица y, либо 4 единицы x, вариант b. Между коктейлями разных видов жители безразличны, и нужно выяснить, какое максимальное количество коктейлей могут потребить жители страны. Внутри страны единица x стоит 2 единицы y. На мировом рынке 0,5 единиц. Значит, производить иксы в стране невыгодно. Нужно покупать эти иксы на мировом рынке
продавая Y. Значит, нам нужно произвести максимальное количество Y, то есть мы производим 300 Y, продаем часть из них на мировом рынке. В этом случае страна находится в точке на линии y равняется 300 минус 0,5х. Иногда такую линию называют кривой торговых возможностей. Определяем количество порций коктейля в случае А. Это будет 200, то есть у нас нужна одинаковая пропорция x и y. А во втором случае для коктейлей второго типа нужно купить максимальное количество x, то есть 600, а порция коктейля будет 150. Так, коллеги, продолжим. Мы сейчас рассмотрим с вами задания первого тура, которые присутствуют исключительно в комплекте заданий для 10-11 классов. Задания, небольшие вопросы из первого блока, правильный ответ на каждый из которых оценивается в 1 балл. Задание 1.2. Уровень экономического неравенства богатства обычно выше, чем доходов. В данном случае правильный ответ «да». И объяснение связано с тем, что чем выше доходы, тем выше потенциал инвестирования, и, следовательно, выше богатство, и отсюда неравенство богатства выше, чем неравенство доходов. Далее, задание 1.4. При росте числа фирм на рынке суммарная прибыль фирм не увеличивается. Правильный ответ в данном случае нет. Может быть, формулировка задания и варианты немножко могут запутать нас, но в любом случае мы говорим о том, что в принципе при прочих равных условиях, когда новые фирмы появляются на рынке, суммарная прибыль с этого рынка может быть увеличена. Далее, задание 2.2 из второго блока. Правильный ответ на данное задание оценивается в 3 балла, и нужно было выбрать единственно верный вариант ответа. В задании 2.2 рассматривается ситуация, когда подорожал проезд на метро с 28 до 32 условных единиц, и при этом пассажиропоток сократился на 10%, и нужно было определить, что же можно утверждать наверняка. В данном случае правильный ответ третий, это P со звездочкой равно 34. Для того, чтобы прийти к данному варианту ответа, нужно было знать функцию спроса, сопоставить спрос и предложение, выразить значение параметра А через параметр Б и определить функцию выручки, которая представляет собой, как вы видите, при раскрытии скобок квадратичную параболу, и нужно было далее определить ее экстремум. Как раз у нас эта точка экстремума является значение цены равное 34. В задании 2.4 нам представлены различные варианты кривых производственных возможностей, и нужно было установить, для какой КПВ альтернативные издержки строго возрастают. Правильный ответ 2, то есть в данном случае нужно было иметь достаточно математические знания для того, чтобы представить, как выглядит каждая из функций на графиках. И если в первом и третьем вариантах это линейные кривые производственных возможностей, то во втором варианте это КПВ вогнутая КПВ, а в варианте четвертом это выпуклая вниз кривая производственных возможностей. В целом, можно, подводя итоги заданий первого и второго блоков, можно сказать, что с ними справились не так уж и плохо, и были даже случаи, когда на все задания блока были даны верные ответы. В заданиях третьего блока, как Галина уже сказала, представлены 5 вопросов с выбором всех верных вариантов. На это нужно обратить внимание, поскольку правильный ответ засчитывался только при полном правильном совпадении, и он оценивался в 5 баллов. К сожалению, не все варианты выбирались, поэтому жюри не удалось практически никому засчитать эти задания. Задача 3.3 – это спрос на продукцию монополиста, которая описывается уравнением. Дано также уравнение общих издержек, и необходимо было установить верное утверждение относительно эластичности спроса, выручки, издержек и так далее в отношении этой монополистической организации.
Правильные ответы все 4, первый, второй, третий, четвертый вариант нужно было выбрать. И для того, чтобы правильно ответить на данный вопрос, нужно было вспомнить, что такое монополия как единственный продавец какого-либо товара и что такое эластичность как некоторая безразмерная величина, характеризующая чувствительность одного параметра к другому. Достаточно подробно об эластичности и рынках монополий можно прочитать в учебнике по микроэкономике Розановой. Очень хороший учебник, и мы с Галиной его обязательно вам настоятельно рекомендуем, несмотря на то, что это учебник уже для вузовской подготовки. Далее, в задании 3.5 нам даны функции общих издержек двух заводов, они представлены на слайде. Нужно было также выбрать верные утверждения. Правильные ответы в данном случае первый, второй и третий. То есть в данном случае мы представляем, опять же, как выглядит функция общих издержек с точки зрения, опять же, геометрического построения. Да, вот я ее построила в одном из онлайн-сервисов, и отсюда делаем те выводы, о которых мы с вами и говорили. Так, далее. Задание блока 4. Это 5 вопросов с открытым ответом. К сожалению, в 11 классе практически никто с этими заданиями не справился. Хотя это небольшие такие задачки, мини-конкретные ситуации, которые требуют несколько этапов расчетов, и оценивается каждый из правильных ответов 7 баллов. Задача 4.2. Фирма-монополист работает на рынке с функцией спроса и сама доставляет товар потребителям. И далее рассматривается ситуация, когда можно доставлять товар беспилотниками. И какую максимальную сумму готова фирма заплатить за парк беспилотников? Правильный ответ 56. То есть в данном случае задача состояла в том, чтобы определить изначальную прибыль фирмы, определить потенциальную прибыль и вот эту полученную разницу рассматривать как то, что фирма готова заплатить за новый вариант доставки продукта. Далее, задача 4.3. Функция издержек фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде имеет вид, который представлен на слайде. И надо было определить, на сколько единиц изменится оптимальный объем выпуска при росте цены с единицы до 2. В данном случае правильный ответ 0. И в данном задании нужно было найти и построить функцию средних переменных издержек, определить также ее минимум. Задание 4.4 очень похоже с заданием для 9 класса. Единственное, что дана кубическая функция, которая представляет и выражает, и отображает кривую Лоренца. Правильный ответ в данном случае 0,375. Логика решения такая же, как и для 9 класса. Да? Единственное, немножко смещаются точки на ломаной линии, что и дает немножечко другой ответ, чем для 9 класса. Далее, задание 4.5. Нам нужно провести сравнительный анализ производительности фирм, и для чего перед нами стояла задача оценки производственной функции. Текст задачи представлен на слайде. В целом правильный ответ на данную задачу 35. И в данной задаче нам нужно было построить в производственную функцию, опять же ее максимизировать и выйти на нужный результат. Но, как я уже сказала, к сожалению, с задачами, не со всеми блоками заданий первого тура справились успешно. То есть необходимо в дальнейшем для подготовки уже к будущим олимпиадам отработать навыки решения небольших экономических задач, в большей части по микроэкономике, и для подготовки к решению подобного рода задач и вариантов использовать, как я уже рекомендовала, учебник Розановой Высшей школы экономики по микроэкономике и по некоторым вопросам макроэкономики. И кроме того, поскольку вы уже, наверное, поняли, что 3 года подряд повторяется одно типовое задание, касающееся нобелевских лауреатов, то целесообразно, конечно, при подготовке к региональному этапу посмотреть, а кто же получил Нобелевскую премию по экономике в текущем году. Далее мы переходим к второму туру.
второй тур. Это задачи. Были представлены нам 4 задачи. Каждая задача, правильное ее решение с учетом критериев и с учетом схемы проверки оценивалась в 30 баллов. И важно было излагать решение понятным языком. И проверяли мы эти задания в соответствии с схемами проверки, которые нам прислали с предметной комиссии. Мы сначала разберем задачи 9 класса, 5-ю задачу, которая встречается и в 9 классе, и в 10-11. Затем Галина расскажет о 7-й задаче, которая не повторяется. И далее мы со мной разберем уже оставшиеся 3 задачи. Я Галине предоставляю слово. Так, 5-е задание для 9 класса. Как уже было сказано, дается максимум 30 баллов. Задание вызвало затруднения у участников. Текст задания представлен на слайде. Фирма продает некоторое лекарство в 2 страны А и Б, является монополистом на мировом рынке, так как обладает патентом. В стране А спрос описывается уравнением 30 минус П, в стране Б 10 минус П. Издержки производства равны нулю. Фирма может назначать разные цены в разных странах. Так, покупка лекарств иностранцами и перепродажа эффективно блокируются. В первом случае нужно было найти цены П и Б на рынках А и Б, цены ПА и цены ПБ, которые назначит фирма в отсутствие вмешательства государства. Во втором случае президент страны А ввел некоторое правило: фирма М не может назначать цену в стране А выше, чем в стране Б, и теперь фирма М назначает цены так, чтобы прибыль была максимальна с учетом этого правила. Удастся ли президенту добиться снижения цены в своей стране? Посмотрим, как надо было решать эту задачу. В первом случае необходимо было в первом действии составить функцию прибыли, которая нам уже знакома. Здесь у нас есть 2 рынка, мы суммируем 2 функции и получаем функцию сумму 2 независящих друг от друга парабол с ветвями вниз. Вторым шагом необходимо было определить максимальное значение. Оно достигается в случае, когда максимум достигает каждая из 2 парабол. Определяем производную, вычисляем максимум и находим ПА, то есть цена на первом рынке 15, цена ПБ на втором рынке равна 5. А в случае Б цена в стране А теперь оказывается выше, потому что мы уже это получили. Следовательно, максимизировать прибыль так, как раньше, фирма теперь уже не может. И необходимо назначать одинаковые цены на рынках А и Б. Имеет место общая функция спроса, исходя из которой мы еще получаем и функцию прибыли. Здесь есть некоторые пояснения. На первом участке фирма работает только на рынке А, поэтому находим оптимальную цену. Она, так же как и в случае А, равна 15, и прибыль при этом будет равна 225. На втором участке фирма работает на рынках А и Б, то есть P находится от 0 до 10 в диапазоне. Максимизируем функцию, ветви параболы направлены вниз, максимум достигается при P равном 10, и прибыль равна 200. Однако при этой цене фирма не получает максимальной прибыли на рынке А на рынке Б она вообще ничего не продает. Значит, цена в странах А и Б будет равна 15, и президент своей цели не добьется. Схема проверки этого задания. За арифметическую ошибку в любом из пунктов снимался 1 балл, если она не привела к существенным искажениям. Далее необходимо было обязательно указать то, что у нас есть парабола, и проверить достаточность условий. И сделать это достаточно было сделать только 1 раз. Если достаточные условия не были проверены, то было снято по 2 балла, снималось по 2 балла. В пункте А поиск каждой сцены оценивался в 5 баллов, то есть суммарно за пункт получали 10 баллов, а пункт Б был разделен на части. Составление общей функции спроса и прибыли давало 5 баллов, максимизация функции прибыли при продажах в обеих странах 5 баллов, максимизация функции прибыли при продажах только в одной стране 3 балла. Достаточно было при этом ссылки на пункт А. Сравнение прибыли в 2 странах и указание, что продавать в Б невыгодно, и вывод о цене равной 15 давало 7 баллов. Здесь хотелось бы отметить, что
в правилах конкурса сказано, олимпиадах сказано, что работа участника не должна оставлять сомнений в том, каким способом проводится решение задач. И в работе участника должно содержаться доказательство полноты и правильности его ответа. То есть, если у вас был в задании написан только ответ, как в случае 15,5, но не было не дано никаких пояснений, ни графических, ни формул, мы не могли зачитать эти ответы как правильные. Следующее задание называется Пикетти. Также максимум 30 баллов. С этим заданием не справились участники. Оно вызвало, пожалуй, среди задач самые большие сложности. Итак, у нас в стране Пикетти есть 3 группы населения: бедные, средний класс и богатые, внутри каждой из которых доходы распределены равномерно. Далее дано, что бедные — это 40% населения, у них 10% суммарного дохода страны, средний класс — это 20% населения, у них 20% суммарного дохода страны. В случае нужно найти коэффициент Джини, который отражает неравенство в распределении доходов между бедными и средним классом, не учитывая богатых. В случае Б то же самое, только между средним классом и богатыми. И в случае В правительство решило провести реформу, нужно было посмотреть, как изменится коэффициент Джини. Итак, алгоритм решения. Необходимо было для этой задачи использовать формулу коэффициента Джини, если в стране 2 группы населения. Можно видеть ее в верхнем углу слайда. Она находится как разница между долей более бедной группы населения и ее долей в суммарном доходе. Используя эту формулу, мы получаем, что под пунктом бедные составляют 2/3 от населения страны. Как находим 2/3? Мы знаем, что их 40%, а общее население страны, не учитывая богатых, это будет 0,6. 0,4 делим на 0,6, получаем 2/3. И располагают они 1/3 дохода страны. Соответственно, коэффициент Джини 2/3 минус 1/3 равняется 1/3. Вот буква Б. Средний класс и богатый не учитываются бедные. Аналогичный расчет. Коэффициент Джини рассчитывается как 0,2 делим на 0,6 минус 0,2 делим на 9. В итоге у нас получается 1/3 минус 2/9. Ответ 1/9. Под В. Необходимо рассчитать коэффициент Джини после вмешательства правительства. В первом варианте в стране у нас возникает единая более бедная группа. То есть у нас появляется бедные плюс средний класс, это одна группа. Это 60% населения и 30% суммарного дохода страны. Коэффициент Джини при этом будет 0,3. Во втором варианте в стране появляется опять же новая группа средний класс плюс богатые. Это 60% населения страны и 90% суммарного дохода страны. При этом коэффициент Джини у нас по расчетам получается точно такой же, как в первом варианте. Следовательно, оба варианта являются равнозначными. И выбирать правительству можно по своим убеждениям, можно так сказать. Вот. Что можно было посоветовать сделать в этой задаче? И либо когда будете решать аналогично. Если у вас в условии не даны сразу все показатели, которые можно рассчитать, то есть там дано, что бедный есть средний класс, составьте для себя таблицу или некоторую схему, где вы рассчитаете то, чего не хватало. Если вы сделаете это наглядным, то, возможно, и дальше решение будет более простым. Вот, схема проверки. Можно было решить задание графически через построение кривой Лоренца. Однако это было не обязательно для получения корректного решения. Формулу коэффициента Джини, базовую формулу, не нужно обосновывать, она является общеизвестной, не нужно обосновывать во всех пунктах. Но участник мог не пользоваться этой формулой, а рассчитать коэффициент Джини по определению. Арифметическая ошибка в данном случае вела к снятию 1 балла, если качественно не поменял результат. И за что начислялись баллы? В случае 4 балла за нахождение долей бедных или среднего класса, 4 балла за расчет коэффициента Джини. В случае Б 4 балла за нахождение долей богатых или среднего класса в населении и 4 балла за расчет коэффициента Джини.
И в случае В 7 баллов за расчет коэффициента Джини при первом варианте и 7 баллов за расчет коэффициента Джини во втором варианте. Так, хотелось бы отметить, что задания для 9 класса, где необходимо было обращаться к коэффициенту Джини, необходимо было обращаться к кривой Лоренца, они вызвали, что в первых частях, где были тестовые задания, что в части, где были задачи, наибольшие сложности. То есть при подготовке в следующие годы к Олимпиаде обязательно обратить на это внимание. Также хочется отметить, что были ошибки в задачах, где нужно было использовать знания относительно кривой производственных возможностей, относительно кривой торговых возможностей, иногда даже о функции спрос. И также не нужно забывать, что задачи по экономике в данном случае решаются, конечно, с пониманием математики базовой, пониманием того, как максимизировать функцию, как проверять достаточные условия. Потому что если даже было указано, что функция парабола, но не были проверены вот эти условия, баллы снижались при общем правильном решении задачи. Так, далее рассмотрим задание 6, которое было в комплекте для 9 класса и 10-11 классов. Это задание называется «Налог Греты». То есть я думаю, что про школьницу Грету вы все читали в средствах массовой информации, вам известно, то есть очень такая жизненно важная и наболевшая задача. Представлена спрос на рынке авиаперевозок, который описывается уравнением QD равно 20 минус P предложением, функция предложения и так далее. Школьница Грета считает, что данный внешний эффект нужно скорректировать с помощью потоварного налога на авиаперевозки. И далее все задания сводятся к тому, чтобы мы определили значение ставки потоварного налога, при котором цена для потребителей вырастет так, как хочет Грета, определили некоторые значения параметра А, при котором верны расчеты экономистов относительно общественного благосостояния после введения потоварного налога, и определили значение ставки потоварного налога, при котором общественное благосостояние будет максимально. То есть данное задание было связано как со знанием функции спроса, предложения, а также пониманием потоварного налога и общественного благосостояния. Для того, чтобы правильно решить задание в подпункте А, нужно было определить равновесную цену без налога, далее определить новую цену для потребителя с учетом уже того, что введен потоварный налог. В подпункте Б необходимо было рассчитать величину общественного благосостояния до и после введения потоварного налога. Соответственно, в этом задании правильный ответ составлял 1/2. В подпункте В нам необходимо было определить некоторые оптимальные значения ставки налога, но получилось равное 4, и в данном случае тоже нужно было построить некоторую функцию, которая представляла собой параболу с ветвями вниз, и определить ее, рассчитать максимум. То есть, как вы уже видели и услышали, у нас во многих заданиях модификация вот этих функций спроса и предложения сводилась к некоторой квадратичной параболе. Поэтому при подготовке к Олимпиаде в будущем рекомендуем еще раз, наверное, уже в 3-й раз, как мы проводим вебинары, повторить функцию квадратичной параболы, повторить, по какой формуле рассчитывается экстремум и производные, соответственно, квадратичной функции. Схема проверки. Нахождение первоначального равновесия оценивалось в 3 балла, нахождение новой требуемой цены 2 балла, составление уравнения нового равновесия 4 балла и правильное решение этого уравнения 1 балл. Итого по первому пункту можно было заработать 10 баллов. По пункту Б 4 балла нахождение старого и нового общественного благосостояния, составление уравнения 1 балл и его решение 1 балл. Подпункт В нахождение функции 3 балла, составление функции общественного благосостояния 5 баллов и, соответственно, нахождение точки максимума 1 балл и проверка достаточных условий. Далее задание 7. Динамика ВВП.
Так, может быть, здесь какая-то небольшая ошибка, да. Ну, задание седьмое, динамика ВВП. В принципе, задание не настолько уж сложное, да. Нужно было определить и спрогнозировать значение валового внутреннего продукта в ситуациях долгосрочного равновесия и знать, каким образом рассчитывается валовый внутренний продукт с учетом потребления, инвестиций и государственных расходов. В подпункте А в долгосрочном равновесии мы составляли уравнение, которое представлено на слайде, и получили расчетный валовый внутренний продукт 250. В подпункте Б у нас уже вводилась ситуация с государственными закупками, которые стимулировали производителей, и мы получили объем валового внутреннего продукта 265. И в третьем случае через построены прогнозные функции валового внутреннего продукта, мы пришли к прогнозному значению ВВП, расчетному в 2020 году на уровне 274. Схема проверки представлена на слайде, то есть если записывали основное макроэкономическое тожество 2 балла, если было указание на изменение валового внутреннего продукта 2 балла, было составлено уравнение относительно одной переменной 2 балла, и это уравнение решено тоже 2 балла. По подпункту Б максимум можно было заработать 10 баллов, в том числе при решении пункта использовано уравнение ВВП по расходам 2 балла, сделано указание, корректно определено новое значение госзакупок и так далее. И по пункту В тоже максимум можно было заработать 10 баллов. Оценивалось использование уравнения ВВП по расходам, оценивалось составление уравнения из основного макроэкономического тождества и подсчет прогнозного выпуска. Далее. Задание 8 – это овощная страна, достаточно сложное и, возможно, не до конца понятное задание, касающееся 2 регионов и кривых производственных возможностей. Очень много всего требовалось в этом задании, подпунктов 5 в соответствующем задании, и на что следовало обратить внимание, на то, что нужно было делать не четкие расчеты по кривым производственным возможностям, а определять некоторые интервалы, исходя из значений К. По подпункту В необходимо было рассмотреть 2 случая формирования кривых производственных возможностей, суммарных кривых, для случая, когда К меньше либо равно 0,8, и для случая, когда К больше 0,8. Соответствующие графики построены на слайдах. И далее в подпункте Г нужно было посмотреть и определить, выиграют или проиграют жители А. И мы в итоге, как вы видите из схемы, представленной на слайде, пришли к выводу, что жители А проиграют при К, принадлежащем интервалу от 0 до 1. В подпункте Д нужно было рассмотреть случай уже для жителей страны Б и определить и прийти к выводу, что жители страны Б проиграют при К, принадлежащем интервалу от 2 до 2,4. Схема проверки достаточно простая в этом задании, несмотря на то, что оно очень сложное. Засчитывалось любое корректное объяснение, не обязательно было выписывать КПВ региона, оно оценивалось 3 балла. Далее, выписывание уравнения КПВ региона 3 балла, нахождение суммарного производства товаров в регионе 1 балл и нахождение подушевого потребления 1 балл. Подпункт В. Правильное рассмотрение каждого из случаев по 5 баллов. Подпункт Г. Расчет подушевого потребления 1 балл. Верное решение при К меньшем либо равном 0,8 2 балла. Верное решение при К большем 0,8 3 балла. И подпункт Д. Верное решение при К меньшем либо равном 0,8 2 балла. И верное решение при К большем либо равном 0,8 балла оценивалось 4 балла. В целом, для успешного решения данной задачи нужно было еще раз отработать кривые производственных возможностей. И в целом, по логике заданий прошлых лет, задачи на кривые производственных возможностей присутствуют обязательно. И считается, что Олимпиада по экономике не может существовать без кривых производственных возможностей. Поэтому в будущем рекомендуем вам еще раз этот вопрос, эту тему отработать, потому что она действительно достаточно сложная. Может быть,
быть в отдельных случаях совершенно непонятно, далеко от некоторых реальных событий. Вот. Для будущем, для подготовки к Олимпиаде мы с Галиной рекомендуем некоторые учебники и ресурсы. Ну, конечно, если на данный момент основной ресурс для подготовки к Олимпиадам по экономике — это ресурс I Love Economics. Он очень создан давно, и на нем размещаются все варианты заданий, критерии оценивания и так далее, там, чуть ли не за 10 прошлых лет. Основную учебную литературу, которую мы вам можем порекомендовать, может быть вразрез государственного стандарта по обучению в школах. Это учебники для высшей школы Гальперина, Игнатьева, Моргунова «Микроэкономика». Можно скачать в интернете. И учебники высшей школы экономики, о которых я уже говорила, Розанова, «Микроэкономика», и учебник Розановой «Макроэкономика». То есть в целом вы понимаете, что для успешной подготовки к этой Олимпиаде школьных знаний, к сожалению, недостаточно. Необходимы углубленные знания общеэкономической теории, микроэкономики, макроэкономики, а также дополнительное занятие математикой. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний вебинар. Если у вас есть какие-либо вопросы, консультации вам необходимы, вы можете обратиться к нам в Институт экономики и финансов Сыктывкарского государственного университета. Электронный адрес есть на сайте. Можете написать в группу ВКонтакте, мы вам ответим и пригласим на дополнительную